Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 60 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 120-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного мира российскому фашизму. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Можете звонить к нам как по Вайберу, так и по Скайпу и задавать ваши вопросы нашим гостям. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему ефіру. Це Дмитро Снегирьов, співголова громадської ініціативи «Право справа», громадський активіст, воєнний експерт. Пане Дмитро, вітаю вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников в своем твиттер сообщил, что в Украину прибыли первые американские системы «Химарс». Что это означает для ВСУ и в целом, какой радиус поражения у этих американских систем? Чем они нам помогут? Юрсум, они помогут нам тем, что радиус их поражения от 70 до 80 километров. Но основное это спутниковое наведение. Для телезрителей я объясню, в отличие от советских и, соответственно, российских образцов. БМ-21 «Град», технические характеристики, дальность поражения до 20 километров. Согласитесь, есть значительная разница. Плюс БМ-21 «Град» сначала одна ракета идет, и по ней потом фактически наводят на цель. То есть это забирает время. В то же время как «Химарс» можно стрелять, соответственно, после первой ракеты спутникового наведения. И главное это попадание. Она несовместима с российскими и советскими образцами. Если РСДВ «Смерч», у него до 35 километров дальность поражения, это у россиян. Плюс, соответственно, «Торнадо» до 40. То есть мы получаем преимущество, первое, в технологиях, и второе, это в дальности поражения тыловых баз российских оккупационных войск. Это основное. Нынешняя война – это война технологий. Мы должны противопоставить Российской Федерации именно новейшие технологии. На данный момент, к сожалению, коэффициент огневого поражения 1 к 7 на пользу российской оккупационной армии. Идет речь о ствольной артиллерии и системах реактивного залпового огня. Соответственно, если мы говорим о поставках «Химарс», то под огнем украинских систем реактивного залпового огня может оказаться основная логистическая составляющая оккупационных войск, а именно Керченский мост, о чем украинские военные эксперты и украинское командование неоднократно сообщало. Несмотря на все громогласные заявления о том, что Керченский мост надежно прикрыт системами ППО, что такое системы ППО российские, мы увидели вчера, когда украинский дрон «Камикадзе» долетел на территорию Ростовской области и, соответственно, поразил нефтеперерабатывающий завод глубоко в оперативном тылу российского военного командования. То есть, это как минимум преувеличенные сказки. Это будет зависеть от политической воли украинского руководства. Или мы ударим по Керченскому мосту, либо, скажем так, мы найдем другие, более подходящие средства применения. И плюс еще один «Химарс», отличие от русских систем реактивного залпового огня. Время перезарядки. БМ-21 «Град» это до 20 минут, в то время как «Химарс» 2-4 минуты. Плюс высокая маневренность. То есть это все дает возможность говорить о том, что именно данные РСДВ, плюс ствольная артиллерия, которую мы получили, плюс САУ, дадут возможность преломить нам ход военного противостояния именно в пользу вооруженных сил Украины. Ну а вот если мы, пане Дмитро, если мы говорим про Керченский мост и возможность удара по так называемому Керченскому мосту, это должно произойти после того, как мы выйдем на админ-границу с Крымом и деоккупируем Херсон, или же нет необходимости в этом, можно с других точек туда наносить удары? Плюс, соответственно, не только Керченский мост, но и остров Змей находится теперь в радиусе поражения
систем «Химарс». 80 километров вполне достаточно. В сочетании с противокорабельными ракетами «Гарпун» мы можем фактически снять с повестки дня вопрос блокировки судноплавания, именно выхода в территориальные воды Румынии, соответственно, гирла, устья Дуная. Это как, Черноморский флот России полностью уничтожить? Если не полностью, то снизить, первое, возможность проведения десантных операций на Черноморском побережье Украины, в первую очередь, это Одесская, Николаевская область, и, соответственно, снизить возможность влияния российского Черноморского флота на судно, на свободный проход суден. То есть это решение того продовольственного кризиса, который сейчас стоит на повестке дня. Это возможность транспортирования украинского зерна, в первую очередь через порты Румынии. То есть вот это вот качественное изменение будет военного противостояния. Применение противокорабельных ракет «Гарпун» с радиусом поражения до 120 километров мы уже с вами наблюдали. Это и крейсер «Москва», и, соответственно, те же так называемые вышки «Бойко». То есть примеров более чем достаточно. Но правильно ли понимаю, что сейчас по острову Змеиный идет операция вооруженных сил Украины, и вот оперативное командование «Юг» сообщало, что военная операция продолжается и требует информационной тишины для ее завершения. Что это значит? Абсолютно точно. Любая информация, Юльсун, должна озвучиваться исключительно ЗСУ, вооруженными силами Украины. Вы знаете, мне абсолютно непонятно, когда в эфир выходят советники, заступники министра внутренних дел Украины. Функционал Министерства внутренних дел – это Национальная гвардия, все, что связано с Министерством внутренних дел. Но никоим образом не комментарий относительно хода войны. Войной должны заниматься исключительно военные. Все остальные просто комментируют уже услышанное от военных, а не наоборот. К сожалению, мы уже на 4-м месяце войны должны констатировать, как говорится, аксиому поведения, то есть определенную информационную гигиену. Мне непонятно, например, когда, извините, советник министра внутренних дел Геращенко выступает чуть ли не корректировщиком огня российских оккупантов, выкладывая раз по разу координаты мест поражения российских систем высокоточного оружия. Почему это мне абсолютно непонятно. В то время как... Пане Дмитро, да, вот что я еще вас хотела спросить. Я думаю, что вы видели уже эти видео, которые были непосредственно вчера опубликованы, где дрон «Камикадзе» бьет по Новошахтинскому, это Ростовской области России, НПЗ, нефтеперерабатывающему заводу. Со стороны России там сообщили, что они якобы обнаружили остатки 2 дронов. Вот как вы думаете, насколько эффективно бить дронами по нефтеперерабатывающим заводам в России, учитывая, что они на нас скидывают по 10-15 ракет? Весьма эффективно. Это объекты критической инфраструктуры. Давайте говорить о том, что Новошахтинский завод – это приблизительно до 30% горюче-смазочных материалов для оккупационной армии. Соответственно, выведя его из строя, мы можем говорить о том, что наступление оккупационных войск в Украине, в частности в Луганской и Донецких областях, оно как минимум будет снижено, как минимум на 3. Плюс давайте говорить о других успешных акциях вооруженных сил Украины. Это уничтожение артиллерийских складов в городе Хрустальный до переименования «Красный луч». Именно вот эти акции и позволили снизить активность продвижения оккупационных войск в районе Северодонецка и Лисичанска и заметно снизить эскалацию вооруженного конфликта в Харьковской области. То есть это эффективная тактика. Другое дело, Юльсун, давайте говорить о том, что мы ожидаем поставки дронов «Камикадзе» с Соединенных Штатов Америки. Называлось даже количество, приблизительно до 700. То есть можем говорить о том, что если мы получим все данное количество, мы можем минимизировать перевес тяжелого вооружения оккупационной армии и изменить чашу противостояния в пользу Украины.
На данный момент мы можем говорить о том, что порядка 40% тяжелой бронетехники российских оккупантов уже уничтожены вот именно и джавелинами, и стугна, и нлавами, то есть теми БТРК, которые были переданы вооруженным силам Украины. А насколько эффективны байрактары? Байрактары очень эффективны, но стоит отметить то, что сейчас, скажем так, уменьшено количество их использования. Это связано в первую очередь с тем, что Донбасс глубоко насыщен системами противовоздушной обороны Российской Федерации. Буквально сегодня мы дали в СМИ информацию о том, что в Луганской области мы зафиксировали передвижение новейшей российской разработки. Это С-300В4. Это как раз система ПВО, которая и работает по беспилотникам, в том числе по беспилотникам Байрактар. Плюс надо учитывать то, что в Луганской и Донецкой области большое сосредоточение системы радиоэлектронной борьбы, РЭБ. В частности, Красуха, Житель, Тор и много других, которые не позволяют эффективно использовать байрактары. Но использование вот именно дронов камикадзе, в первую очередь по объектам критической инфраструктуры, оно изменит и уже изменяет качественно характер военного противостояния. Вчера я видела новости о том, что в Ростовской области во время тренировок разбился российский Су-25. Примерно такая же информация проходила и 17 июня. Также сообщили о том, что тогда вот во время тренировок разбился российский Су-25, но уже в Белгородской области. Как вы думаете, почему у них падают самолеты? Связано ли это с тем, что, возможно, это уже старая техника? Есть ли такая проблема у оккупантов? Абсолютно точно. Давайте посмотрим на ту технику, которая сейчас используется. Кроме новейших разработок, которые, кстати, единичные, не серия, российские оккупанты вынуждены были расконсервировать танки Т-62. 62 – это год выпуска, можете представить. Сейчас данная техника представлена именно оккупантами Херсонской области, Николаевской и, соответственно, Луганской области. То есть это устаревшие образцы. Дальше, Юльсум, идем. Мы уже упоминали с вами о высокоточном оружии. Ракеты Х-22, которые наносят удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Год выпуска, конец 60-х, начало 70-х. Точность попадания, это даже не в зоне критики. Даже специалисты признают, что точность попадания, погрешность до 30-40%. Плюс был вообще парадоксальный случай, зафиксированный правой справой, то есть организация, которую я возглавляю, когда в Луганской области мы задокументировали массовую выдачу так называемому ополчению, а это граждане Украины, насильственно мобилизированные в ряды так называемых ЛНР и ДНР, ружья системы Мосина. Это еще царская Россия. Представьте себе, в 19 веке подобным вооружением воевали, а вот теперь оснащают так называемое ополчение. То есть говорить о том, что все хорошо у Российской Федерации, у них новейшие образцы техники, у них нет проблем, это абсолютно не отвечает действительности. Более того, Юльсум, сейчас у них очень остро чувствуется проблема боезапаса. Если раньше это было, скажем так, решено, то опять-таки мы зафиксировали передислокацию эшелонов с боезапасом в Читинской области. Плечо поставки 5500 километров. То есть все склады с боекомплектом в Воронежской, Белгородской областях, Курской, которые обеспечивали оккупационную армию, давно уже себя исчерпали. Идет замена даже образцов вооружения. Если раньше это было Д-30 пушки, то сейчас Д-20. О чем это свидетельствует? О катастрофической нехватке именно боеприпасов. Но при этом мы в военных сводках видим, что ситуация на Луганщине тяжелая и даже близка к критической. Это так? Непосредственно в Лисичанске, в Северодонецке и так далее? Давайте успокоим, во-первых. Вы знаете, я уже устал, сегодня это уже 6-й эфир, успокаивать невротически настроенных военных экспертов. Никакой военной катастрофы нет. Я объясняю почему.
Сорваны планы российского оккупационного командования о создании оперативного окружения группировки войск украинских в районе Лисичанска, Северодонецка и, соответственно, конгломерация населенных пунктов Горское и Золотое. С района Горского Золотое, несмотря на захват ряда населенных пунктов, ЗСУ удалось вывести свой воинский контингент, который насчитывает до 2500. В районе Северодонецка мы контролируем приблизительно до 40% территории города. Когда выходят, знаете, главы областной администрации Гайдай заявляют о том, что мы практически не контролируем город, а бои идут только лишь в промзоне, человек не понимает, о чем идет речь. Территория предприятия «Азот» – это приблизительно 40-50% территории города Северодонецк. Поэтому, когда мы говорим о том, что бои ведутся в промышленной зоне, соответственно, мы контролируем до 50% территории города. Ситуация тяжелая, действительно, весьма тяжелая. Опять-таки, коэффициент соотношения живой силы 1 к 7. Российские оккупационные войска используют тактику Второй мировой войны. Продавливание украинской обороны за счет преимущества живой силы и ствольной артиллерии. Там также коэффициент приблизительно 1 к 7. То есть на относительно небольшом участке фронта они сосредотачивают максимум всех своих наявных резервов, ствольной артиллерии, живой силы. И это приводит, соответственно, к определенным локальным успехам. Но что такое успех продвижения 5 километров за 4 месяца войны? Именно благодаря мужеству украинских военных в Северодонецке и Лисичанске, тому, что они оттянули на себя фактически все резервы оккупационной армии, вооруженным силам Украины удалось перейти в контрнаступление в Херсонской, Николаевской и Харьковских областях и значительно снизить продвижение оккупантов в район Славянска, это Донецкая область. В Херсонской области картина прямо противоположная. Там мы уже освобождаем временно оккупированные территории. Глубина продвижения за разными оценками от 10 до 15 километров. Можем говорить, что мы фактически нависаем над Криворожской группировкой вооруженных сил Российской Федерации. А это уже дает шансы замедлить их продвижение по территории Днепропетровских и, соответственно, Запорожских областей. То есть не все так плохо, как нам. Ситуация действительно тяжела, но далека от катастрофической. Мы сейчас ведем активную оборону. Это специальный термин. Что он обозначает? Я еще раз подчеркну, учитывая их масштабное превосходство в живой силе, вооруженные силы Украины вынуждены маневрировать личным составом и резервом. То есть переходят от одного оборонного узла к другому. Кстати, Юльсум, вы заметили, я специально перешел на русский, чтобы было понятнее большей части населения и снизить уровень паники и, скажем, зрады, которая поширивается в последнее время. Нет военной катастрофы. И, пане Дмитро, тогда в таком случае последний вопрос. Вот у нас буквально 2 минутки. Мы же понимаем, что непобедимость – это оборона, а возможность победить – это наступление. Когда мы сможем перейти в наступление? Юльсум, вы знаете, мы не будем с вами давать конкретных сроков. Все зависит от количества и качества вооружения, которое мы получим от наших западных партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что это война технологий. Можем победить россиян именно за счет технологичного вооружения. Но то, что сейчас происходит в Херсонской, Николаевской, Харьковских областях, свидетельствует об изменении характера военной войны. Если раньше в феврале-марте говорили о пассивной обороне, потом в апреле мы говорили об активной обороне, то сейчас мы уже с вами в студии обсуждаем контрнаступление вооруженных сил Украины. Я, пользуясь эфиром, хотел бы сказать, вірте вооруженим силам України, тримаємо стрій. Все буде Україна. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Слава Україні! Чохсавонс. Дмитро Снігирьов був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, громадський активіст та співголова громадської ініціативи «Право справа». Пока мы ждем соединения председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссеры выводят номера телефонов и адрес нашего скайпа +3 8067 63 46 130 и адрес нашего скайпа atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос, ну или можете отправлять сообщения
сообщения, ваши вопросы, которые мы озвучим в нашем эфире гостям, и они попытаются на них ответить. А также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там. Не забывайте ставить лайки. Таким образом, больше людей смогут увидеть наши программы и новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Я рада представить председателя Меджлиса крымстарского народа Рифата Чубарова, который с нами на прямой связи. Рифат ага, ассаляму алейкум, хайрлы ахшамлар. Алейкум салям, доброго вечера всем. 120-й день героического сопротивления Украины и всего свободного мира российскому фашизму. И сегодня оккупанты активно обстреливают украинские города, обстреливают Харьков, обстреливают Николаев, Одессу. Глава облдержадминистрации Сумской области сообщила о том, что российские оккупанты туда скинули даже фосфорные снаряды. Вот эти ракетные обстрелы массовые, причем это просто терроризм или такая стратегия оккупантов, как вы считаете? Я думаю, что это стратегия оккупантов. Она направлена на то, чтобы максимально держать напряжение все украинское общество и попутно пытаться до конца разрушить объекты жизненной инфраструктуры. Как вы знаете, уже на территории Украины, как сообщили нам руководители соответствующей отрасли, уже не осталось ни одного завода, перерабатывающего, скажем, нефть. То есть нам теперь нефтепродукты придется покупать только лишь за границей. Это террор. Это террор, направленный на устрашение общества с целью, чтобы оно сдалось агрессору. Ну, есть определенные резолюции, и даже в Соединенных Штатах Америки есть такой инструмент, когда они признают государство спонсором терроризма. Пока, если я не ошибаюсь, в число таких стран входит Сирия, Иран, Судан и Северная Корея, да, признанные государствами, которые спонсируют терроризм. Вот что по поводу России? Может ли быть принято подобное решение, и что это меняет вообще? Ну, мне представляется, после 24-го, а может быть и после февраля 2014 года, да, после февраля 2014 года, когда российское государство, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, ядерной державой, членом всех основных или основополагающих международных организаций, брутально нарушила все международные нормы. Мне представляется, что признание России государством, спонсирующим терроризм, это уже меньше, чем определение России как государство-агрессор, государство, которое своими действиями несет угрозу всей человеческой цивилизации. Государство, которое признается способствующим терроризму, это значит то государство, которое планирует, разрабатывает и реализует те или иные террористические действия на территории других государств, поддерживает террористические группировки, спонсирует их, ну и все такое. В нашем случае Российская Федерация не просто воюет против своих соседей, в частности против Украины, но оно угрожает применением оружия тотального уничтожения, ядерного оружия всему миру. И поэтому сама Россия является террористом. И все. А как вообще могла быть устроена система мировой безопасности, система, которая должна была обеспечивать
мир, если есть резолюции, есть решения, но вот нет какого-то такого общей системы полицейских, да, которые бы могли прийти в ту или иную страну, просто взять физически людей и их посадить. То есть, окей, есть документы, есть уставы, есть нормы, но не знают, что делать с страной, которая нарушает эти уставы и эти нормы. Но вы задаете вопрос, ответ на который ищет международное сообщество уже, наверное, на протяжении, по крайней мере, как мне представляется, последних 15 лет. Особенно после 2008 года, агрессии России против Грузии, тем более после 2014 года, когда Россия впервые после Второй мировой, когда не Россия, а в мире вообще впервые после, вот видите, вот и вам проявление террористического такого действия со стороны России. Это значит, сейчас взлетели ракеты, возможно, они взлетели с кораблей, находясь на Черном море, или с ракетно-зенитных комплексов, которые размещены в оккупированном Крыму, а может быть даже где-то с Каспийского моря. Эти ракеты сейчас летят в сторону Украины, и они принесут очередные разрушения, и, не дай бог, также внесут человеческие жертвы. Но вернемся вот к вашему вопросу. И человечество бьется сейчас, сообщество международное очень озабочено тем, что существующие механизмы, инструментарий, который так был выстроен после Второй мировой войны, он теперь не обеспечивает защиту территориальной целостности, суверенитета государств. А ведь этот принцип именно он заложен в основу Организации Объединенных Наций в уставе ООН. В первых преамбуле и первых статьях говорится о том, что все государства должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. И поэтому эти государства и создают Организацию Объединенных Наций и пытаются в рамках этой организации решать все вопросы развития человеческой цивилизации, хотя бы в относительно ненасильственный такой, относительно ненасильственные способы. Но оказалось так, что принципы, заложенные механизм Совета Безопасности ООН, право вето, они в конце концов привели к тому, что мир оказывается в тупике, если агрессором выступает один из постоянных членов Организации Объединенных Наций. В нашем случае это Российская Федерация. И поэтому здесь человеческое сообщество должно будет найти. И эта война, мне кажется, уже настолько всех должна убедить в том, что надо пересмотреть эти механизмы. Во-первых, давайте еще раз вспомним ту позицию, которую часто озвучивает президент Турции Таyyip Эрдоган. Он говорит, что «Дунья бештен фазла», мир больше, чем 5. То есть мир больше, чем 5 государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности НАТО и имеют право вето. И также другие организации, ОБСЕ, принцип консенсуса. Любое государство может встать и сказать: «Я не согласен», и решения не принимаются. Проще говоря, как бы там кто бы с этим не соглашался, но международному сообществу нужен эффективный механизм принуждения тех государств, которые брутально нарушают международное право, и эти государства при нарушении ими международного права должны быть, должны исходить из того, что к ним будут применяться насилие. Я думаю, вы видели новость о том, что Россия, проводя военные учения, имитирует ежедневные ракетные удары
по Эстонии. Об этом сообщили наши коллеги из Sky News. Как вы думаете, решатся ли они на что-то подобное, на какую-то военную операцию, как они называют, вот, на страны Балтии? Кстати, сегодня еще и министр обороны Эстонии Кая Каллас сказала, что если не изменить стратегию НАТО по защите стран Балтии от нападения России, в случае вторжения Эстония будет и вовсе стерта с лица земли. Да, видите, Россия практически никак не выходит из того состояния, когда все ее действия, не только риторика, а предпринимаемые действия, но являются прямыми не просто вызовами, а угрозами своим соседям. И это абсолютно правильная оценка эстонских политиков, поскольку очень разные потенциалы военные балтийских государств, в частности Эстонии или той же Латвии, Литвы, и тех ресурсов военных, которые пока еще все-таки Россия может задействовать. И поэтому, конечно, вот возможность применения 5-й статьи ООН о коллективной обороне в случае нападения агрессора на НАТО. Любое государство члена НАТО, вот никто не должен сомневаться в том, что ответ будет мгновенным, молниеносным и, конечно, крайне эффективным. Проще говоря, но я рассуждаю просто как гражданин, человек очень далекий от военной сферы. В случае, когда Россия проводит военные учения с имитацией ядерного нападения на Эстонию, НАТО, как организация, обеспечивающая защиту своих членов, в ответ должна продемонстрировать, как она будет отражать ядерный удар России в отношении кого-то из своих членов. То есть в Москве, в Кремле не должно быть и капли сомнения в том, что в случае ядерного нападения на одно из западных государств она сразу же получит не просто адекватный, а уничтожающий ее, Россию, удар. А такие сомнения, как вы думаете, есть? Просто мы же не знаем, мы же еще не видели с опыта, что значит нападение на одну из стран Североатлантического альянса. Вот какая будет реакция НАТО в случае, если на Балтию будет осуществлено такое нападение, не дай бог? Логика бандитов, она практически очень одинакова, что на индивидуальном уровне, что на уровне государства. Ведь вот бандиты, которые врываются в группу людей, применяют насилие, они исходят из того, что по отношению к ним никто не даст отпор. И как только начинается отпор, здесь сперва изумление, а потом уже и возмущение. А почему? Что случилось? Почему вы даете отпор? Ну и потом, разумеется, страх. И вот бандиты, готовясь к преступлению, они исходят из того, что другие нормальные люди не смогут им дать отпор, потому что они не могут применять такие же методы. Но он не может взять в руки топор и пойти против человека, который напал на другого человека. И они уверены, что другие в силу своей порядочности или приверженности к принципам демократического обсуждения, рассмотрений процедурных всяких вопросов, они не смогут просто адекватно ответить. И поэтому здесь я почему и говорю, на любую даже имитацию нападения надо показывать адекватный ответ. А как это будет происходить? Чтобы в Кремле не думали о том, что сегодня полетит ракета, а в Брюсселе 2 дня будут собираться для того, чтобы обсудить, надо ли ответить на эту ракету. Должны быть такие механизмы, которые как бы автоматически будут задействованы в ответ на любую агрессию со стороны Москвы. Кстати, вот недавно было политическое такое заявление со стороны командующего британской армии генерала Сандерса. Он сказал, что, во-первых, Британия должна быть готова снова воевать в Европе, и что они должны создать такую армию, которая бы победила полностью
Россию? Это политика или это политика такого устрашения, или это то, о чем вы говорите, когда уже четко дают понять, что будет? Ну, если, может быть, убрать некоторые вот особенности рассуждения, то, по сути, в общем-то, я соглашаюсь с таким подходом. Человек военный и знающий хорошо новейшую историю исходит из того, что Англия может оказаться в такой ситуации, чтобы для того, чтобы спасти своих союзников и не дать разгореться международному пожару, она будет вынуждена снова воевать на чужой территории. Но воевать на чужой территории — это же не означает вторжение на чужую территорию, чтобы воевать. Это только русские так могут говорить о том, что они были вынуждены вторгнуться в Украину, потому что вот должны были обезопасить свое государство и защитить себя. Они были вынуждены ввести войска в Крым для того, чтобы и они опередили НАТО на один день, которое собиралось своими кораблями захватить там Севастополь и другие военные порты Крыма. Да? В данном случае английские военные рассуждают абсолютно, с моей точки зрения, логично. Другое дело, что, не другое дело, а Россия наблюдает за нарастанием таких подходов. Россию это очень пугает. И они сейчас, если вы и ваши телезрители обратили на это внимание, Россия сейчас пытается раздуть новые страшилки, что Запад готовится к расчленению украинского государства. В первую очередь они обвиняют в этом Польшу. Да. То есть саму возможность введения войск государств, партнеров Украины для защиты территориальной целостности Украины Москва хочет обставить как действия западных стран по расчленению Украины. То есть то, что не удалось России, не удалось разрушить украинское государство, ликвидировать его, уничтожить. И это было буквально на наших с вами глазах 3 месяца назад, чуть дальше, да? И теперь они в этом пытаются это приписать Западу. Конечно, я действительно допускаю введение иностранных войск на территорию украинского государства с разрешения Верховного Совета Украины с целью военной защиты украинского государства. Да, только согласятся ли на это страны Запада? Потому что они каждый раз артикулируют, что военных в Украину отправлять не собираются. Если завтра, условно говоря, со стороны одного единственного сателлита России, со стороны Белоруссии, вдруг вторгнутся на территорию Украины военные войска для того, чтобы блокировать украинско-польскую границу и тем самым создать для Польши новые угрозы и в то же время оккупировав западную часть украинского государства, то почему два суверенных государства, Украина и Польша, не могут подписать акт о совместной защите и территории друг друга? Это все вполне возможно, и все это вписывается в международное право. Да, кстати, такой документ можно было заключить бы и с Болгарией, и с Румынией, в чьих интересах также безопасность акватории Черного моря. В принципе, это и есть статья, 5 статья НАТО. То есть там государства-члены НАТО берут на себя обязательства коллективной защиты, понимая, что нападение на одного или на группу из них, на некоторых из них, это есть нападение на саму организацию. И вот такое может случиться и с государствами, которые не являются членами НАТО, но сопредельные государства могут оказаться в ситуации, когда они обязаны вместе, как говорится, спина к спине защищать свои территории.
Вот теперь, вот в 21 столетии, вследствие вот такой агрессивной политики России, нельзя просто исключать какие-то вот подобного рода ситуации, которые вчера могли казаться буйной фантазией. Кстати, вы упомянули Беларусь. Известно, что сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в России. Он там встречается. Неформальная встреча, как сказал Песков, проходит Лукашенко и Путина. 30 июня Путин должен приехать на форум в Беларусь. Ну, пока Александр Лукашенко пытается лавировать, он пока не хочет вступать, хотя, я так понимаю, на него очень жестко Путин давит в эту войну. Как вы думаете, дожмет он его или нет? В любом случае, нападение с территории Беларуси на Украину, оно состоялось. Для меня, честно говоря, как для обывателя, для гражданина, для меня нет особой разницы, было ли это нападение с участием, собственно, военнослужащих белорусской армии, или это были только лишь военнослужащие расквартированных на территории Белоруссии частей российской армии. В любом случае, вторжение было с территории Белоруссии с согласия и максимального содействия белорусского руководства, пусть и нелегитимного. И поэтому даже если будет принято решение, но Лукашенком, о том, чтобы вести военные действия уже не формально, но де юре части белорусской армии, я думаю, что здесь его должно больше заботить лишь то, какая будет позиция белорусского общества. У меня нет больших иллюзий о том, что люди сразу там выступят на площади, перекроют улицы, дороги и тому подобное. Но то, что это крайне напугает еще больше белорусов, в этом я не сомневаюсь. А иногда перепуганные люди, они иногда способны и, в общем-то, на решительные действия. Вот помните, недавно Рогозин писал, что нужно уничтожать украинцев. Дмитрий Медведев вообще говорил, что через 2 года Украины в принципе не будет, она будет стерта с лица земли. Как вы думаете, почему российские чиновники не оставляют себе возможности для маневра, как пытается делать сейчас Александр Лукашенко? Неужели они настолько готовы прыгать в ад вместе с Путиным? А так можно было бы потом сказать, мы не поддерживали в случае смещения Путина. Но все Или люди, они так убеждены в своей победе? Нет, я уверен, что никто из них ни в чем не убежден. Просто очень многие российские политики, входящие первый, второй, третий круг окружения Путина, они не могут себя вести таким образом, чтобы у главного бандита, коим есть Путин, закралось какое-то сомнение в отношении их благонадежности. И тот же Рогозин, и тот же Медведев, и многие другие время от времени, они обязаны просто давать сигналы публичные того, что их решительность и, может быть, их радикальность, она даже превосходит их, превосходит главаря мафии. Это форма поведения членов мафии, когда каждый член мафии обязан всегда подчеркивать свою готовность переступить все, что заблагорассудится главному мафиози. И, Рифат Ага, еще один вопрос важный, который я хотела бы успеть с вами обсудить. Это важная дата для крымстарского народа, 26 июня. Это день нашего флага. Запланированы ли какие-то мероприятия? Мы с вами вчера об этом говорили на крымско-татарском языке, но я думаю, полезно будет продублировать и на украинском.
Я просто могу очень коротко сказать, исходя из того, что у нас действительно не так много времени, достаточно много мероприятий запланировано на территории материковой Украины, в Одессе, в Днепре, в Луцке, Киеве. Появляются еще новые города и поселки. Здесь в разных формах. Конечно, мы учитываем те ограничения, которые вызваны с военной обстановкой. Но если мы говорим о Киеве, то будет церемония поднятия крымско-татарского флага в этот день у офиса Министерства иностранных дел Украины, у Киевской городской администрации, у Киевского национального университета имени Тараса Григорьевича Шевченко. Буквально завтра мы определимся окончательно с одним из мероприятий. Это такой будет торжественный концерт в одном из защищенных мест города Киева. Мы завтра, пятница, к вечеру должны опубликовать уже детальный план всех мероприятий. Ну, опять же, это связано с некоторыми ограничениями. За границей в некоторых городах, ну, вообще во всех странах будут церемонии поднятия крымсарского флага в посольствах, дипломатических представительствах Украины за рубежом. Но поскольку сейчас уже и значительное количество крымских татар и вообще жителей Крыма, других национальностей, женщин, детей, людей старшего возраста, беженцы в странах Западной Европы. Мы сейчас работаем с некоторыми этими странами. В Берлине будет очень большая акция. Но это Турция, Румыния. Теперь то, что в Крыму. В Крыму уже пошли ограничения, репрессии. Более 50 человек, включая членов Меджлиса крымско-татарского народа, которым вручены так называемые предостережения. Они начинаются уже всем давно известной, избитой и очень глубоко циничной фразой: по сведениям, имеющимся в прокуратуре Республики Крым, вы являетесь лицом, которое может совершить такие-то, такие-то действия, приуроченные в данном случае к дню крымско-татарского флага. А характер действий указывает что-то экстремистское, да, наверное? Да, конечно. Вот у меня здесь есть, видите, вот так они выглядят, но здесь... Это предостережение Авамилевой, да, имени Ханум. Планируется проведение акции экстремистского характера, приуроченной ко дню крымсарского флага. Согласно вышеуказанной информации, вы являетесь одним из инициаторов. И вот такие предостережения, более 50 человек, это угрозы. И там в конце прямая угроза, что людей пугают. Для оккупантов очень важно, чтобы крымские татары отмечали этот день в сочетании крымско-татарского национального флага с российским триколором. И любые инициативы вот такого формата ими поддерживаются. Но, разумеется, крымские татары в абсолютном своем большинстве, они исключают будь какое мероприятие, которое бы допускало бы на эти мероприятия флаг российских оккупантов. Поэтому мы обращаемся к соотечественникам, чтобы они на индивидуальном уровне, поскольку коллективных мероприятий им просто не позволят провести, чтобы они обеспечили в этот день поднятие крымско-татарского национального флага, ну, над всеми домами, на балконах вывешивали, чтобы Крым, как и каждый год, так было и прошлые годы, ведь ситуация здесь мало чем изменилась, чтобы в Крыму все видели несломленность крымско-татарского народа и истинное уважение каждым крымским татаринам к своему национальному флагу, который был впервые в этом вот формате учрежден в 1917 году на первом Курултае крымско-татарского народа. А отмечать 26 июня, если я не ошибаюсь, мы начали с 2010 года, правда?
Пятый Курултай крымско-татарского народа принял специальное решение, которым установил День крымско-татарского флага. Мы тогда поддержали инициативы многих общественных организаций крымских татар, в первую очередь молодежных, которые предложили, чтобы этим днем был установлен 26 июня. Это первый день работы возрожденного Курултая, когда через 73 года, в 1991 году, мы созвали уже второй Курултай. И сразу же первый день своей работы, 26 июня, Курултай крымско-татарского народа объявил о преемственности флага крымско-татарского, принятого в 1917 году, с тем, который уже тогда был выставлен на сцену Курултая крымско-татарского народа. Поэтому наш флаг – это флаг, который подтверждает наше преемство с теми устремлениями, целями, задачами, которые были оглашены в 1917 году. И, разумеется, я здесь скажу это слово, я употреблю, есть еще 1 минута, я успею это сказать. Это долг каждого крымского татарина проявить уважение к своему национальному флагу, который поднят был над Крымом в 1917 году. Мы этот флаг спасли в 1991 году, и никакие оккупации не могут заставить нас, чтобы мы опустили однажды поднятый флаг. И каждый крымский татарин 26 июня имеет в себе все возможности, а я хотел бы призвать и мужество, самоотверженность для того, чтобы продемонстрировать свое уважение к национальному флагу. Çok sağ olun Rifat Ağa. Увидимся завтра и продолжим нашу беседу. Teşekkürler. Голова Меджлису крымско-татарского народа Рифат Чубаров был с нами на прямой связи. А я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Но вы оставайтесь первым крымско-татарским. Эфир сейчас продолжает информационная программа «Заман». Наши журналисты подготовили для вас самые последние актуальные новости. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Не пропустите. Увидимся завтра.